Но вот скажите мне, пожалуйста, ваше знакомство произошло раньше, чем ваше творчество началось? Или все-таки творчество раньше появилось, чем ваше знакомство? Нас соединила музыка, музыка нас связала. Нас начали ставить много. вместе в одних концертах, в одних постановочках, спектаклях, в оперной студии. Постоянно нас вместе, в общем, на сцене ставят и ставят. Мы говорим, ну сколько можно уже? А мы думаем, Уже почему не побыть вместе? Почему бы и не замутить? Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Исәлемсез, кадерлі дуслар! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях уникальные голоса, просто потрясающий, творческий, семейный дуэт Артур Исламов и Эльза Заири. Встречайте! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела у вас? Все хорошо. У нас такой подарочек есть. Это татарские чаи на наших республиканских травах. Чай по-татарски из Казани Так. в преддверии большого Байрема. Скоро ведь у нас Новый год. Артур Исламов и Эльза Заири. Творческий вокальный семейный дуэт. Оба закончили Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова, где и познакомились. Окончили аспирантуру Казанской консерватории в классе народной артистки Республики Татарстан, заслуженной артистки России Альбины Шагимуратовой. Были солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Они лауреаты и дипломанты различных всероссийских и международных конкурсов. Сейчас ведут активную концертную деятельность, участвуют в благотворительных мероприятиях. Работали с такими дирижерами, как Александр Сладковский, Алла Москаленко, Марко Боэми, Михаил Плетнев, Лео Кремер и многие другие. Ну, рассказывайте, пожалуйста, что мы будем готовить сегодня? Сегодня будем готовить потрясающее блюдо, прекрасное блюдо, которое украсит ваши праздничные столы. Дымлама. Дымлама. Или думлама. Или дамлама, Или как угодно. димлама. То есть очень много. От чего это зависит? Очень много. Но на самом деле основа лежит в слове дым, да, дым, Так. татарские, поэтому от названия из того, чтобы Блюдо Блюдо готовилось готовится на огне, то есть в на большом огне. казане. и в конечном итоге она тушится. Так, тогда кто у нас главный сегодня Значит, по кухне? приступим. Я. Так, бразды Артур, правления отлично. возьму. Ага. Сначала мы будем растапливать курдючный жир. Отлично. Курдюк, берись. Кто будет резать курдюк? Курдючный Надо жир. лук порезать, нет? Лук Я обязательно. обожаю резать Конечно лук. же, Конечно, это же уже вошло в традицию этой передачи. Всё Мы делается- доверяем всё тебе, делается доверяем по тебе. порядку, Отлично. да, Как обязательно. надо резать? Ты можешь приступать Мелко, крупно, что мы с ним делаем? полукольцами. Полукольцами. Что интересно, нужно лук, нашу общую порцию лука, разделить на две части. Одна часть лука будет вначале жариться, дабы вкус пропитать мясо, и вторая часть лука будет посыпаться сверху, Уже. когда прожарится мясо, чтобы дать сочность этому блюду. Звучит очень и очень Да. аппетитно, знаете А ли. я нарежу морковку кольцами. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Так, ну расскажите давайте, секрет, откуда вы знаете рецепт этого блюда, почему Рецепт мы именно этого это блюда. готовим, где-то, может быть, подсмотрели, где-то попробовали, и вам так понравилось. Мы являемся гурманами. Мы Так. очень любим кушать. И у нас все... Вкусные. Так уж получилось, что Кто мы не очень любит любим вкусно кушать. да. поесть, а? Мы любим и петь, и вкусно есть. Ага. И Да. все у нас дома, конечно, очень любят кушать, и особенно, когда готовим мы. А готовим мы в основном любим предпочтение, скажем так, восточной кухни. Так, у меня А есть сюда какая-то можно фишечка у вас, я не знаю, ну фишечка в вашем рецепте? Фишечка? Секрет какой-то, может быть. Ну, потому что
Мы все это делаем припеваючи. Эй! Ну, я дико хочу, чтобы вы что-нибудь спели, пожалуйста. Могу я вас попросить об этом? или нет? Можно. Баржихандағы мұңлы ауазларыны сиңа бөлек ите алам. Әмме аларының хәттәй мұңлылары теңләшәлмәс сиңа минем шәхси кояшым. Браво! Спасибо. Вы просто классные вообще. Курдюшный жир у нас растопился, Так. поэтому достаем этот курдюшный жир. Посмотрите, какая Красота, вкуснота. красота, вкуснота. Так, что делаем и дальше? можем уже положить Лучок. лучок. Оставить чуть-чуть, стойте, ладно. Хватит, пока достаточно. Я думаю, да. Температура хорошая. Друзья, скажите-ка мне, пожалуйста, вот что. Я вас представил как потрясающий, творческий, семейный дуэт. Но вот скажите мне, пожалуйста, ваше знакомство произошло раньше, чем ваше творчество началось? Или все-таки творчество раньше появилось, чем ваше знакомство? Нас соединила музыка, музыка нас связала. Мы учились в свое время в Казанском музыкальном училище. Я учился по классу баяна, Так. а Эльза училась по классу вокала. И вот наши глаза тогда как бы встретились, но еще мы не успели тогда познакомиться. То есть мы как бы знали друг друга, но мы как бы еще не общались. А дальше уже судьба нас как бы свела уже дальше в консерватории, когда мы учились. И Нас начали ставить много. вместе в одних концертах, в одних постановочках, спектаклях, в оперной студии. Постоянно нас вместе, в общем, на сцене ставят и ставят. Мы говорим, ну сколько можно уже? А мы думаем, Уже почему другие- не побыть вместе? Почему да? бы и не замутить? Ну так голоса вот слились. Так же и души слились. Слушай, ну это здорово, это здорово. Расскажите, пожалуйста, ну как вы вообще решили, ну, может быть, связать свою жизнь с творчеством вообще? В какой момент жизни произошло, что я хочу заниматься музыкой? У меня родители решили. Так. Как обычно. На самом деле у меня просто очень музыкальная семья. Ага. У меня и мама поет, папа поет, Так. сестра поет. И ты решил И пойти по стопам, так вся сказать, родня там, с маминой, с папиной стороны, все очень музыкальные люди, поэтому они очень любят искусство. И я как бы рос в такой семье. И Но ты был к этому готов всегда или нет? Или все-таки тебя заставили? Нет, прям? я был музыкален с детства. Я всегда, меня тянуло к музыке. И нам пора закладывать мясо. Отлично. Я вот порезал, надеюсь, все сделал правильно. Аккуратненько по краям казана Ага. закладываем мясо. И также будем сейчас прожаривать с двух сторон Так. до румяной корочки. Как это аппетитно выглядит вообще. Этот лучок, который там уже поджарился. Да. Эльз, ну а у тебя как было? Когда ты решила стать творческой, скажем так? Вы знаете, я пела с детства. Я всегда пела. Я даже, наверное, разговаривала какими-то строчками. Я придумывала сама из ряда того, что вижу, то и пою. Ага. Как Чукчи. Этот талант придумывания на ходу остался он еще или нет? Он исчез. Исчез? Но я могу его Я не продемонстрировать. верю. Давай попробуем, пожалуйста. Да, Вот все, давай. что вижу, то пою. Такой вокальный фристайл сейчас будет у нас. Вот я вижу, режешь лук, вот я вижу, режу помидорки, и Артур сейчас режет, жарит мясо. Ну, типа этого. И все вместе. Жарит мясо! Жарит мясо. Ну, нам пора, думаю, закладывать соль. Так. А Чуть-чуть- лучок тоже будем чуть-чуть сейчас? соли сейчас будем, да. Потому что мясо надо обязательно подсолить. Вы заметили, что я сначала прожарил, потом только подсолил? Да, а в чем, так скажем, секрет этого? Ну, говорят, что если сначала подсолить, мясо будет жестким.
Конечно Так, же, а приправы. специи, что мы кладем? У нас зира. Зира, отлично. Здесь Это смесь приправ. что там, паприка? Нет? Паприка, да. И специальные приправы для Вкусненько. мяса. Так, Сборные приправы, скажем так. Ну, чуть-чуть мы оставим еще на потом. все? Закладываем лучок. Есть какие-то волшебные слова, которые вы говорите, когда готовите? Бисмилла рахман рахим. Да, понятно. У нас у всех одни и те же волшебные слова. Конечно. А волшебная песня, может быть, какая-то есть, нет? Что мы Я сегодня могу споем? спеть новую песню. Как Интересно. раз ее Артур для меня написал. Он пишет музыку. Это очень удобно, я Иногда. вам скажу. Очень удобно. Да, слова написал Ренат Харис. Песня называется «Каушу жилысы». Ну, я, конечно, спою маленький отрывочек. Мәхәббәт бақшасында икәү бергә, гүл чәчәкләре шағына керә, сөйләсәм килә минем, сөенәсәм килә минем, тақиялар үрә. Сөйләсәм килә минем, сөенәсәм килә минем, тақиялар үрә. Я могу слушать ее бесконечно. Спасибо авторам этой песни. Морковку закладываем? Так. Оп, закладываем. Какой-то есть определенный порядок или просто нет, можно вот вот такой так? вот порядок. Вот. Все, хорошо. Эльза, а дальше было что после музыкальной школы? После музыкальной школы меня отдали в музыкальное училище. Хотя я не очень хотела. Почему? Потому что, когда я пришла в музыкальное училище и увидела, что там все поют классику, для меня это было тяжеловато, так как я очень любила эстраду, я любила музыку, близкую к простому народу, так сказать, какие-то народные песни, джаз, поп-музыку, Так. как зарубежную, так и русскую. Но мама сказала, нужно иметь хорошее образование для того, чтобы ты, если ты хочешь заниматься профессионально, если ты хочешь петь на уровне профессионального певца, ты должна иметь образование музыкальное. Следующее задание Так. – О, баклажан. что с ним нужно делать? Нарезать, наверное, Да, надо? режем кольцами, а Окей, я хорошо. подготовлю зелень. После консерватории мы уехали стажироваться в Санкт-Петербург, в Так. Мариинский театр. После стажировки окончили стажировку успешно и приехали в Казань. А желания не было остаться-то в Санкт-Петербурге? Знаете, Или мы- нет всё-таки? Вы знаете, мы очень любим Казань, во-первых. Так, как и я тоже, как и И, все мы. Скажем, локально у оперного певца, для оперного певца не имеет значения, где жить. То есть мы можем работать сегодня в Казани, завтра в Германии, послезавтра в Голландии. То есть это такая профессия, которой ты постоянно передвигаешься, постоянно меняешь залы, театры. Поэтому мы вот пока выбрали Казань. Ну, география выступлений вообще у вас просто огромная. Да. Реально, ну, можно позавидовать. Ну, а вы же там поете на русском или на татарском? Нет, или мы поем еще на разных языках. Так. Мы пели и даже на китайском. Да, кроме этого, естественно, это французский, немецкий, итальянский, естественно. Друзья, ну вы не будете против, если я вас попрошу еще что-нибудь исполнить? а? Например, не на у нас русском и не недавно на были татарском. гастроли с оперой «Кармен». Так. Я там пел из Камилью. Вот кусочек на французском. Votre temps, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, le torero peut s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Вы это мурашки! У меня пошли реально, говорю, мурашки. У
У нас все прожарилось. Так, Мы добавляем воду отлично. для дальнейших действий. Таким вот образом. Ну и все закладываем сейчас. Сначала, сперва, главный ингредиент — это картошка. Так, картошку мы не режем, да, вообще? Нет, картошку мы кладем вокруг казана целиком. Почему цельный? Почему? Потому что это красиво. Нормальный ответ, нормальный, меня устраивает. Так как, чтобы не нарушить вот эту цельность картошки и сохранить все элементы внутри картошки, мы опускаем целиком. Так, ну вот во время работы вы ездите по разным странам. Какими интересными блюдами вас там угощали? Вы даже не представляете, Я- как кормят в Китае. Ну что, кузнечики, не кузнечики, нет? Не только. Не только, а что Не там только. еще? Там абсолютно кушают Все. все, что растет, все, что движется, можно сказать. Да, то есть это и под землей, и Так. над землей. Мы как И в сидели небе, в общем. тоже на обеде, и нам приносили еду, и мы просто не понимали, что они выносят. Сидит 100 человек. Не страшно было есть. Сидит 100 человек, представителей Татарстана, Так. и у каждого удивленное лицо. И что же это было? И что же они съели? Да, и Ага, Ну. что здесь? Заложили все? заложили чуть-чуть. Еще солим? Солим чуть-чуть. Здесь еще интересно, что чеснок мы кладем Прям цельно. так, цельно. Как в плов тоже кладут? в плов. его? Да. Ага. Хоп. Ох, друзья, но выглядит это просто невероятным образом. Все, Таким тогда вот образом. накрываем крышкой. И ставим на медленный огонь. Огонь. Сколько примерно по Примерно времени? 45 минут. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и продолжим дальше. Демлама. Говядину нарезали достаточно крупными кусочками. Лук, помидоры и болгарский перец полукольцами. Баклажаны и морковь кружочками. Курдючный жир нарезали на небольшие кусочки, растопили в казане, а шкварки достали. В растопленный жир положили одну половину всего нарезанного репчатого лука и немножко обжарили. Затем в казан поместили говядину и обжаривали до золотистой корочки. После приправили солью и специями. Далее в казан положили вторую половину лука, морковь и помидоры, а через несколько минут добавили немного воды. В самом конце положили целые клубни картофеля, баклажан, болгарский перец и 2 головки чеснока. Казан накрыли крышкой и томили на медленном огне еще 45 минут. Друзья, ну что ж, напоминаю, вы смотрите «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях, невероятные гости. Я их просто полюбил вообще всем своим сердцем. Это прекрасный творческий дуэт Артур Исламов и Эльза Заяри. Итак, да, мы готовим, значит, здесь домлама, она у нас пока готовится. Да. Но сейчас вы обещали, точнее, сделать какую-то вкусняшку к чаю. Да, приятный сюрприз Так. к нашему чаепитию. Это будут татарские круассаны, которые будут называться бетерме, с французским акцентом. Бетерме. Бетерме. Можем так назвать их. Нормально, хорошо. Так, что процесс? Что мы делаем? Советую купить готовое Тесто? тесто слоеное, дрожжевое, и раскатать его. Но раскатать нужно очень аккуратно, чтобы не испортить структуру слоеного теста. Тебе советую Что? взбить яичко. Это совет. Советую. Иначе, Мой тебе иначе совет. будет. Спасибо. Взбей-ка мне яйцо. А Вот. что ты посоветуешь делать Артуру? А Артур, я посоветую смазать противень маслом. Противень? Одного яйца достаточно будет? Одного достаточно. Взбиваем и будем сверху смазывать. Вот посмотрите, примерно такого размера мы раскатали. Зрительно делим на 3 части. Вот, разрезаем. Делим наискосок еще Да, каждую? делим вот так. И получается треугольнички. И получаются длинненькие треугольнички. Вообще, мы очень любим круассаны с начинкой. Так. Начинку мы делаем разную. В летнее время, когда много ягод у нас в саду, в огороде, можно положить клубники, яблоки, малину, чернику, все что угодно. Зимой, вот у нас наша дочка любит, это чтобы было с сосисочками. Сегодня у нас апельсиновый джем. Вот, то есть начинку мы кладем чуть-чуть. Вот достаточно. Потому что она потом начинает вытекать. Вот, везде распределяем. У вас, я знаю, недавно был концерт.
Совершенно Да верно. ведь? Да. Сольный. Да, у нас первый сольный концерт. Так, и как прошло все? Ну-ка, расскажите Было впечатление. очень замечательно, все так феерично, можно сказать, прошло за первый раз, потому что такая была приятная публика, наша дорогая публика, которая действительно ценит и любит настоящее искусство. Мы получили огромное удовольствие от этого концерта. Ну, для первого раза очень даже удачный, я бы сказал. Вот сейчас мы вот таким образом заворачиваем наши круассанчики вместе с начинкой. И получаются вот такие красивые. красивые какие Да, ты можешь получаются. даже попробовать. Я хочу попробовать. Давай. Не, краешек Выбирай. здесь остался. Ну, краешек, да да, ладно, ну, ничего страшного. Я же заверну, я так заверну, что все Съедим. равно красиво будет. Артур, Я очень- ты хочешь попробовать? Артур, Ну, всё. сейчас Не Руслан все же попробует. противень смазывать. Надо как-то зажим, ну или просто... Нет, просто А, так просто аккуратненько. Раз. трык-трык-трык-трык-трык. Трык-трык. О. Опа, красота, Опа. ребята. Получилось. Что Теперь здесь у нас? мы яичком смазываем наши круассанчики к чаю. Беттерме. Беттермене, беттермене. Все, да? Итак, отправляем в духовочку. Отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Отлично. И оп, готово. Ну, слушайте, друзья, мы сейчас накроем на стол, и все это у нас уже приготовится, и будем все пробовать с удовольствием, да? Конечно. Беттерме – круассаны по-татарски. Слоеное тесто раскатали и нарезали на треугольники. На широкий край треугольника положили небольшое количество начинки и завернули рулетиками. Готовые изделия поместили на противень, смазали яйцом и отправили в духовку на 15-20 минут. Так, ну что, друзья, все у нас готово. Мы с вами молодцы, все очень вкусное, ароматное, красиво выглядит, надо пробовать. Надо Да? пробовать. С чего начнем? С главного блюда. С главного блюда? С главного мясного А блюда. вкусняшки уже все потом. Так, ну что, я буду пробовать уже, я уже начинаю. Вы как хотите. Я сначала шупа. Да, полезно. Шулпала. Так, шупа пока вкусная. Сейчас надо картошечку захватить. Мое почтение. Артур, ну ты вот прям контролировал этот весь процесс, Конечно. да? Ты справился с этим на ура, на 100%. Это невероятно вкусно, честное слово. Я понимаю, что надо есть это, пока это горячее все. Я вложил душу. Да мы тут все душу вложили, понимаешь? И это прям оправдалось. Вот реально. Очень вкусно. Очень и очень вкусно. Так, Давайте перейдем к нашему блюду беттерме. так и хочется круассан сказать, да? По-татарски. По-татарски. Беттерме. Мы же решили, что это беттерме. Французский Ну, шар, прошу, немножко пробуйте. должен быть. Так. Какой мне нравится? Вот этот вот, как у меня папа говорит, вот этот на меня смотрит. На Вот. меня, да, пожалуйста. Будем Угощайтесь. пробовать. Так. Хрустящий. Они горячие? Тоже момент нежнейший. Вообще. Он сверху он хрустящий, а изнутри он прям такой мягенький, Потому что там нежный, начинка. вкусный. Апельсиновый джем. Апельсиновый джем. А я представляю, если туда еще сосиску к этому апельсиновому джему. Как любят ваши дети, то это будет просто высший класс. Нет, очень вкусно, реально, очень вкусно вообще. И вашим вкусным чаем надо татарским запить обязательно. С травами. С травами. Огромное вам еще раз спасибо. Приходите Спасибо к нам вам. почаще. Вот Спасибо вам. я буду рад. С удовольствием честное слово. придем. Да. С удовольствием. Так как у нас все-таки татарские блюда, татарская передача, Так. и мы все-таки являемся певцами нашей Родины, мы, конечно, хотели бы подарить вам небольшой отрывок из татарской знаменитой песни «Жемга». Ах, отлично.
Tal beresi, tal beresi, tal beresi tallarda. Tal beresi, tal beresi, tal beresi tallarda. Sandığa şimetip soyra sigen yarım koylarda. Sandığa şimetip soyra sigen yarım koylarda. Ну классные же они вообще, да. Спасибо огромное. Друзья, смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Сау булгас. До Сау свидания. булгас. Вкусные круассанчики, надо есть, пока не остынет. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tatlar xanı başları, yük temli hem faydalı.